Потом Баткендеги окуяларды айтып атасыңар да, видео ел жүктеп атат баткендиктер, урматтуу таможня. Цистерны грузами, вот эти огромные машины ездят. Мен сурасам публично, ма өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, контрабанда жок деп. Азыр камера айтып коелачы, контрабанда барбы? Сиздин жоогуңуздан кийин мен баткендиктерден суранам да, ошонун баарын видеону жүктөгүлө деп. Эльвира Жыргалбековна, саламатсыздарбы? Эми биринчиден контрабанда боюнча экспортты контрабанда бул кандай болуп атат ал жерде? Тиги заправкаларга куюлуп атат, ал жерден уже каждый физлицо өзүнүн машинесине коюп чыгып кетип атат. Такого системной контрабанды нету. Граница жабык болсо, Таджикстанда коронавирус күчөп атса, границада биздин эмелерибиз пограничтер атылып атса, эмнеге жаппайсыңар анда? Перевозкалар жүрүп эле атат азыр. Перемещение физлиц, оно сейчас ограничено, а перемещение грузов идет. То есть все, которые там вот эти цистерны пересекают границы, это все официальные предприниматели, которые платят налоги, туда правильно? цистернами ГСМ не пересекает Таджикстанга. Я, конечно, очень извиняюсь, да. Вы посидите один день, у вас телефон есть, вот сейчас будете сидеть, промежутки полистайте, видео загружаются. Я не говорю за себя. Хорошо, я скажу, что я вам верю. И когда я в комментариях пишу, нет, контрабанды нет, уважаемые кыргызстанцы, это люди, это там предпринимательство, которые платят налоги, это добросовестные предприниматели ДСМ, они надо мной смеются. Вы там в доле сидите, поэтому вот видео каравалглади. Но эти вещи же открыты. У нас проблема мискоммуникация доходит. Мы не слышим народ не понимает, о чем мы говорим. На местах барды бизге жүктөп атышат видеолорду. Буну өзүңүз кийин эме видеону тактап, я когда скачаю, я вам лично тоже это отправлю, потом будете рассказывать, есть там контрабанда или нет. Но я считаю, что пока вот эти вещи мы не научимся открыто говорить и открыто народу доносить, что мы не врем, нам никто уже не верит.